Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна, и сегодня мы рассмотрим еще одно построение именно треугольника, когда нам даны три стороны. Мы разбирали с вами один вариант, когда нам дан угол и длины двух сторон. А сегодня мы научимся строить треугольник по трем сторонам. Но перед построением нужно учесть один очень важный момент. Мы с вами говорили о том, что в треугольнике всегда любая сторона меньше, чем сумма двух других сторон. То есть до начала построения нам нужно рассмотреть данное неравенство треугольников. Так мы его называли. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно проверить, действительно ли любая сторона меньше, чем сумма двух других сторон. И это визуально видно. Итак, я должна убедиться в том, что длина стороны АБ будет меньше, чем сумма длин сторон CD и ОМ. То есть мы понимаем, что если мы CD продолжим, да, отложим на продолжение, допустим, проведем прямую и отложим на продолжение, у нас сторона АБ будет меньше, чем сумма сторон CD и ОМ, то есть длин сторон. Аналогично я должна проверить каждую сторону. Понятно, что CD, она самая маленькая сторона, она всегда будет меньше, чем сумма длин сторон АБ и ОМ. Ну и, соответственно, ОМ, если мы с вами проверим, ОМ, естественно, будет меньше, чем сумма длин сторон АБ и CD. Опять же, как это можно проверить? То есть вы можете продолжить, да, вернее, через точки А и Б провести прямую, дальше ее продолжить, и отрезок CD расположить на продолжении данной стороны. И вы увидите, что ОМ у нас меньше, чем АБ плюс CD. И только после того, как я проверила данные условия, я могу приступать к построению данного треугольника. Как вы догадались, опять же мы будем пользоваться циркулем. Я в своем случае буду пользоваться веревочкой. Итак, что я делаю? Для начала, естественно, я откладываю какой-то луч допустим, обозначим, допустим, его начало через L. И что я делаю? Конечно же, очень удобно сначала отложить самую большую по длине сторону. Для этого я опять же пользуюсь своим измерительным инструментом и измеряю сторону АБ. Я измеряю сторону АБ и приблизительно, вернее, я точно должна ее измерить для того, чтобы ее отложить на луче. Итак, вот длина стороны АБ, то есть данную сторону, я откладываю на моем луче. Естественно, начало я прикладываю к началу луча, то есть L. И опять же делаю засечку. И я говорю, что обозначаю через точечку пересечения моей части окружности с этим лучом. Ну, допустим, давайте через точку Е возьмем. Итак, конечно же, я должна записать, что LE, отрезок, который я отложила, у меня будет равен длине отрезка АБ. Ну а теперь мне нужно отложить отрезки, вернее стороны, да, CD и ОМ. Как это сделать? Точно так же я измеряю длину отрезка ОМ, и мне, наверное, это будет удобнее сделать, ОМ. И из любой точки на моем рисунке, так, ОМ я измерила, теперь с любой точки, хотите с точки L, хотите с точки Е, опять же мы построим часть окружности. Я понимаю, что где-то у меня должны пересечься, где-то вот здесь в этой стороне, поэтому я откладываю еще одну, вернее, строю часть окружности радиусом равный ОМ. Пока я ничего записать не смогу. Мне нужно достроить до треугольника, да, мне нужно получить треугольник. Пока я не вижу этой точки. Поэтому что я делаю? У меня осталась еще одна третья сторона, сторона CD. И вот она у меня сторона CD. Я опять же ее измеряю. CD. Но естественно, если я откладывала сторону ОМ
от точки L, то сторону CD я буду откладывать от точки E. И я опять же строю часть окружности. Понимаю, где они пересекаются. Конечно, я могу построить полные окружности, но они, наверное, будут загромождать мой рисунок. И я вижу, что у меня две части окружности пересеклись в одной точке. Я обозначу его через точку, давайте возьмем F. Ну, а теперь я могу с уверенностью соединить точки F и E. Я их соединяю. И точку L и F. И я получила треугольник LFE, который я построила, имея длины 3 сторон. Ну а теперь мне осталось записать, что LF у меня равно OM, и FE у меня будет равно CD. Давайте прямо обозначим, чтобы нам было очевидно это. Итак, AB у меня было равно LLE. Дальше CD у меня было равно FE. И OM у меня равно LF. И таким образом я получила треугольник LFE. Как мы убедились, по построению длины сторон соответствуют тем отрезкам, которые нам были представлены. Ребят, мы научились с вами очень многим построениям, которые вы можете, надеюсь, что вы можете применить их на практике. А на этом наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.